Ефір АТР триває. З вами Катерина Вишневська. І найближчу годину про все, що стосується окупованого Криму та материкової України. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо і нам є про що розповісти. Очільник МЗС проанонсував обмін полоненими. Каже, буде масштабнішим за попередній. Окупанти вдаються до репресій. В кримському СІЗО покарали громадянського журналіста. Зеленський хоче побачити концепцію деокупації Криму. Хто її розроблятиме? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю нашого гостя Сеневер Кадиров, учасник національного кримськотатарського руху. Добрий вечір. Вечір добрий. Очільник МЗС анонсував масштабний обмін полоненими. Про це він розповів в ефірі «1+1». Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюся, і це буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін. Це ті кроки, які крок за кроком будуть зроблені. Питання наступного етапу обміну також прокоментували і в Кремлі. Ось що сказав прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков. У Росії були б раді здійснити обмін всіх на всіх. Це повинно бути кінцевою метою. Все це залежить від готовності обох сторін. Певна робота в цьому контексті триває. І давайте згадаємо, скільки ж іще бранців залишаються у застінках Росії, Криму та Донбасу. Станом на вересень, за інформацією Уповноваженої з прав людини Верховної Ради, Кремль утримує в Росії та в анексованому Криму 110 українських бранців. Водночас, Служба безпеки України каже про 227 незаконно ув'язнених на території окупованого Донбасу. Раніше омбудсмен України казала, що є ймовірність до кінця року визволити 113 бранців, 89 з них – кримські татари. Ось такі невтішні цифри. Сеневер, ваші сподівання, чи вдасться забрати людей? Я вообще в свете развития последних событий очень так настороженно отношусь к этой информации, что все-таки обмен состоится, уже не говоря о том, что даже если откинуть эти события, уже цифра разнится, да, между тем, что цифра, о которой говорит, скажем, российская сторона, и те цифры, которые выдвигаем мы. Это уже говорит о том, что обмен пленными всех на всех не получится, потому что я уже не говорю о том, что и оценка деятельности тех всех, она разнится. А почему я настороженно отношусь и увязываю это вот как раз-таки с этими последними событиями в части подписания так называемой формулы Штайнмайера, да, и реакция, скажем, гражданского общества здесь, в Украине. Я как-то в одном из эфиров говорил, что в принципе активизация гражданского населения в Украине с целью не дать возможности капитулировать перед, скажем, Россией в вопросе Донецка, Луганска, я уже не говорю о Крыме. Здесь, конечно, натолкнется на такой, в общем-то, камень преткновения будет опасений, я думаю, что в зависимости от того, от массовости, да, выступления, команда президента может притормозить, может, собственно говоря, остерегаться развития событий, подобно 2013 году, когда придется, собственно говоря, бежать уже не, скажем, Януковичу, а, вернее, вслед за Януковичем бежать кому-то другому. Ну, тим не менш, на вашу думку, яке тут це питання? Бо от попередній владі, не дуже це питання вдавалося вирішити, а тут менш як півроку новий президент і вже йде мова про другий етап обміну. Давайте будем говорить о том, что, в принципе, мы уже проглотили крючок, так называемый, да, крючок, это вот с первым обменом, когда мы
мы не дожали ситуацию с моряками, где, собственно говоря, международная общественность, она, собственно говоря, она бы додавила бы этот вопрос, потому что этот вопрос был даже не вопрос Украины, а соблюдения международных обязательств. И, собственно говоря, под авторитетом была сама структура ООН, ее суды и так далее, да, вся эта вертикаль. Поэтому я думаю, что вот как раз-таки позволив России сделать этот маневр, мы упустили достаточно серьезный свой шанс получить больше от этого обмена, нежели мы получили. А это уже, собственно говоря, вторая серия. И я думаю, что это, собственно говоря, наживка из расчета с того, чтобы мы все-таки приняли эту формулу и последовательно шли по реалізації этой формули. Ну, поки йдуть розмови про звільнення чи обмін полоненими, знущання окупантів тривають. У Кримському СІЗО покарали громадянського журналіста. Осману дали 2 догани і 5 діб карцеру за надуманими причинами. Ми будемо це оскаржувати. А пов'язано це все ж з тією ситуацією, яка була у емір Усеїна Куку, у всіх віруючих кримських татар. Коли вони приїжджають, їх піддають повному огляду. Простіше кажучи, змушують знімати штани. Вони відмовляються це робити, тому що це суперечить їх релігії. Ось такі новини. Чи часто взагалі стикаються люди у окупованому Криму з такими знущаннями? Ну, собственно говоря, со дня аннексии факт, скажем, нарушения прав человека, он только усиливается. Правда, вначале было это вообще страшная форма, когда люди могли пропадать, и потом их находили убитыми. Сейчас это несколько в другой форме. Это, как правило, идут массовые... Это идет буквально террор на население, когда массово проводят обыски. А обыск – это одна из форм психологического воздействия на население. Здесь далеко это вот обыск, проводимый оккупационным режимом в Крыму, он меньше всего напоминает, скажем, какую-то следственную процедуру. Это больше, знаете, вот такая спецоперация по запугиванию населения, по подавлению его силы воли и так далее. Когда ни свет, ни заря не просто входят, а вламываются в масках, при оружии, когда дети спят и так далее. Вы представьте себе вот состояние этих людей. И уже следует за этим, буквально забирают. А раз забрали, уже нужно, собственно говоря, и доказать, отстаивать правоту своих действий. Следовательно, уже дальше идет наказание. Первоначально это 2-месячный арест, там следственные дела идут, не идут, но уже, собственно говоря, уже накручивается ситуация. Тобто люди вже розуміють, да, так, що відбувається, і певний сценарій якийсь. Да. Здесь уже, собственно говоря, если вы помните, еще полгода назад уже даже, знаете, люди уже настолько привыкли к тому, что вот это вот происходит, жить под этим вот давлением. Они, собственно говоря, уже, наверное, перестали даже бояться. Они воспринимали это с такой вот улыбкой, когда говорили, чистый четверг, да? Вот каждый четверг буквально проходили по Крыму обыски, и в результате которых людей арестовывали. І вже йшли слідчі дії. Ну от, власне, чергове судилище спостерігала цього тижня. Захист Нарімана Мамедемінова буде оскаржувати вирок журналісту. Про це нам розповів адвокат Едем Самедляєв.
Конечно же, Нариман не доволен, не удовлетворен данным приговором, так как приговор обвинительного уклона. Он настаивает, чтобы его оправдали и, конечно же, отпустили. Обжаловать будем, это принципиальная позиция Наримана, так как он считает себя полностью невиновным. Якщо взагалі говорити і згадувати так цю справу Мамедемінову, то він вів трансляції тих самих обшуків, про які ви казали, і суди. Тобто, чи є настільки небезпечною картинка для окупанта, що людину за це, власне, засуджують на 2,5 роки, кидають за грати? Ну, видимо, да. Видимо, да. Давайте будем говорить так. В принципе, деятельность Наримана и других, да, которые стараются освещать эти события оттуда, с Крыма, скажем, не с Москвы, да, предоставив какую-то картинку, и даже не с Киева, а с места событий. Это, собственно говоря, ломает очень много в части, скажем, работы пропаганды, российской пропаганды за рубежом. И в этой части, конечно, их деятельность достаточно небезпечна для Росії. А що ми можемо з цими абсурдними судилищами робити, знаходячись тут, на материковій Україні? Знаете ли, мы сейчас делаем, когда говорю «мы», имеется в виду здесь в целом, да, и государство, и гражданское общество, и все вместе взятые, делается немало. Но все-таки я думаю, что, знаете ли, недостаточно все-таки работает, на мой взгляд, гражданский сектор. Ну, в силу объективных причин. Здесь и отсутствие материальных средств и так далее. В то время как на Западе именно гражданское общество достаточно сильно может влиять на свое правительство. И вот через, скажем, да, вот свой гражданский сектор мы могли бы воздействовать на правительство западных стран, которые бы, собственно говоря, в этом вопросе бы явились бы достаточно серьезным подспорьем в решении этих вопросов. Ну а тим часом повним ходом іде ремонт КПВВ «Чонгар». Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прозвітував про хід робіт. Наразі доставили будівельну техніку та персонал. Також облаштували будівельний майданчик, перенесли споруди, обладнання та мережі. А також будуються режимна та сервісна зони. Облаштування сервісної зони включає в себе центр надання адміністративних послуг, автостанцію та будівлю для відпочинку водіїв. Ми не відновлюємо жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. З автостанції в сервісній зоні рейси на окупованій території не здійснюватимуться. Легальні перевізники доставлятимуть пасажирів виключно на підконтрольній Україні території. Ось такі дії там зараз відбуваються. З чим ви погоджуєтеся, з чим ні? Вы знаете, я думаю, что в этом вопросе можно было давно уже задействовать, потому что в свое время мы делали такие предложения еще, скажем, когда при предыдущем президенте, чтобы, собственно говоря, Чонгар там, понятно, там до Новоалексеевки доходит, скажем, да, железная дорога, а здесь на Каланчике можно было до там Красные Чабаны, кажется, вот одна из последних станций перед Армянском была. То есть можно было продлить, да, поезд
до туда, для того, чтобы облегчить гражданам Украины, проживающие на подконтрольной России территории, временно оккупированной территории Крым, посещение материковой Украины. Да, это надо было делать, и этого не надо было сторониться. Другое дело, я не знаю, почему откладывалось, і от тільки зараз приступили. Ну, взагалі, облаштування інфраструктури потребує зараз КПВВ на адмінмежі? Ну, так или иначе, есть КПП. КПП и сегодня работает. Вы знаете, меня всегда удивляло, мы на словах, игнорируя, да, что, вернее, называя, что это КПП, в действительности работали по принципу границы. Вы мне можете объяснить наличие таможенной службы там на КПП? Ні, не можу, але зараз давайте послухаємо президента Володимира Зеленського, який заявив про необхідність стратегії з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни. Ось про що йдеться на сайті президента. Це відповіді на складні питання, яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом та окупованими частинами Сходу України, які принципи та форми відповідальності, а в деяких випадках і звільнення від неї за співпрацю з окупаційною владою. На вашу думку, хто має дати відповіді на ці питання? Хто має робити цю стратегію? Ну, в принципе, эту стратегию уже предлагали в свое время и гражданский сектор, и, в принципе, во власти говорили, что они работают. В конце концов, было целое министерство, да, если помните, по оккупированным территориям. Я думаю, они тоже что-то делали все 5 лет, пока сидели. Другой вопрос, что... Как быть и как ответить на эти вопросы, я думаю, что здесь, собственно говоря, придется прибегать и к мировой практике, и нарабатывать свои прецеденты для того, чтобы это стало мировой практикой. А що ви чекаєте від нової влади у цьому напрямку, стратегії, зокрема, деокупації Криму? Вы знаете, я как раз-таки опасаюсь того, что вопрос с Крымом сейчас может быть задвинут вообще далеко. Очень далеко, потому что, в принципе, вы знаете ли, я вообще, в принципе, не согласен с той постановкой вопроса, когда не то, что говорят объединить или разъединить вот территории, да, оккупированные территории Крым и, скажем, Донецк и Луганск. Здесь приоритет, на мой взгляд, неправильно расставлены приоритеты по одной простой причине. Знаете, в вопросе Донецка и Луганска мы могли бы настаивать, что это, даже если скажем, что это сепаратисты, хотя это не сепаратисты, да, мы же знаем, мы могли бы настаивать на том, что это наш внутренний вопрос, и как его решать, это нам самим решать, а не Москве и так далее. И настаивать через международные институты, собственно говоря, усилить восточные границы Украины, разделяющие Россию от Украины, а не так называемый ДНР и ЛНР. А вот что касается вопроса Крыма, это однозначно. И настаивать на том, что здесь Россия есть пособник терроризма. Она поддерживает и финансово, и, скажем, оружием эти районы, да, Донецкой и Луганской области.
А вот что касается Крыма, это однозначно, это оккупированная территория. И здесь, собственно говоря, объяснять не приходится. Здесь только надо настаивать на том, чтобы, скажем, освободили незаконную оккупированную територію. Ну, взагалі, якщо говорити про цей тиждень, так дуже багато розмов про вибори у цих тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської області, про формулу Штайнмайєра багато говоримо, згадуємо мінські домовленості, але питання Криму у цих усіх позиціях, воно ніби винесено за дужки залишається. Вы погоджуєтеся з цим? К сожалению, я же сказал, что вот как раз-таки, когда начали выпячивать вот донецкие и луганские проблемы, в этом контексте приоритет Крыма отошел на задний план. Здесь как раз-таки мы начали проигрывать, на мой взгляд. И поэтому Россия будет накручивать ситуацию, накручивать с Донецким, с Луганским для того, чтобы, собственно говоря, проталкивать тот вопрос. А Крым оставлять за собой. Как они сказали по Крыму, Крым тема закрытая, Крым это наш субъект. Вот. На вашу думку, що треба зробити нашим політикам, щоб не було у цього розділення теми Криму та Донбасу? Я же говорю, нужно просто переориентировать свою деятельность на внешних площадках и приоритетом сделать Крым. Ну от взагалі, ну я не знаю, на вашу думку, чи не замало зараз взагалі у Верховній Раді звучить тез про деокупацію? Ну, деоккупации, как в целом, наверное, звучит много, только там не говорится о Крыме, да? Речь идет о так называемых ЛНР, ДНР. А вот о Крыме, вообще-то, вопрос деоккупации, надо, я же говорю, я однозначно не согласен с тем, чтобы мы вели вопрос относительно Донецкой, неподконтрольной территории Донецкой и Луганских областей, как деоккупация. Дякую. Здесь речь о деоккупации нужно вести только о Крыме. А там это наша территория, нужно просто конституционный порядок. Дякую. Да. На жаль, наш час вичерпано. Санавер Кадиров, учасник національного кримсько-татарського руху, був гостем нашої студії протягом цієї години. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Я повернуся до цієї студії вже за 20 хвилин. Залишайтесь з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Prime Ference Павло Жебрівський, колишній голова Донецької військової